Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем будет встреча, с кем будет разговор. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, на ближайшее время. Не загадывайте слишком короткий и не загадывайте слишком долгий срок. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Фу, непросто, ой, как непросто. Тут встречу показали. Встреча очень необычная для вас. Встреча, на которой у вас, буквально и смех, и слезы будут. Встреча, когда у вас сердце будет бешено колотиться. Вы испытаете как целую гамму, палитру эмоций. Восторг, гнев, желание кому-то врезать, обнять, поцеловать. Но что-то такое, вот знаете, душераздирающее идет вот мне. Встреча с мужчиной. Мужчина, с которым у вас сейчас нет отношений. Отношения как будто бы рухнули. Вы расстались, вы поругались, вы хотите, либо пытаетесь не думать друг о друге, и каждый из вас пытается друг друга забыть в сегодняшнем дне. Но при этом я вижу, что между вами было такое сильное чувство. И это не только вот про любовь и про страсть, это нечто большее даже. Что-то такое вот как Богом посланное, понимаете? Такое было между вами. Вот когда у вас все было хорошо, вы как два самых счастливых человека в мире. Просто вот ничего, никого не надо, вот оно наше счастье, и оставьте нас в покое. Но когда отношения начали рушиться, это было ужасно. Это как будто бы землетрясение, не знаю, цунами, потоп. Все в один момент произошло. Вам так болело, и мужчине так болело, но мужчина не показывал. Наоборот, он старался делать покер-фейс, да, типа, меня вообще это ничего не трогает, не заботит, я сам по себе, я без тебя лучше буду жить, да, вот меня, как ни в одном глазу у меня нет этой боли. На самом деле, вот мне идет, что он рыдал, как будто бы, ребенок рыдает, навзрыд рыдал, вот как боль всю свою в рыданиях он проживал. Вам он этого не показал. Наоборот, у него было очень холодное лицо и очень холодные слова были. Вот так мне идет. Вы не видели его слез, но они были. И это были даже не просто слезы, это были рыдания по поводу вас. То есть в тот момент и вы, и он, вы понимали, что вот она судьба, вот она жизнь, вот она любовь рушится. Но ни один из вас не сделал шаг к тому, чтобы все это остановить. Очень похоже, что ваши отношения рухнули, потому что кто-то приложил к этому руку. И достаточно серьезно, да, вы столкнулись с очень серьезными врагами, и вы не выдержали, вы не выиграли этой битвы. Наоборот, вы проиграли, потеряв друг друга, разойдясь, вы друг друга потеряли. Но небеса, судьба, высшие силы, они ведь понимают, что вы созданы друг для друга. И они-то знают правду, они знают, почему вы расстались, они знают, кто виноват в том, что вы расстались. Они хотят все изменить. Они не хотят, чтобы два человека потеряли свое счастье, потеряли друг друга в этом огромном мире. Вы ведь друг друга забыть не можете. Да, вы пытаетесь каждый строить свою жизнь, но вы не можете забыть друг друга. Вы друг другу снитесь, вы друг друга вспоминаете, вы к друг другу привязаны, и никак не разорвать эту связь. Эта связь — это настоящая любовь, которая не каждому дается. Да? Вот не каждый может испытать и найти свою любовь. Вы же нашли, вы испытали, но чужими руками все было разрушено, разграблено, и теперь вы как два одиночества в этом огромном мире
ходите рядом с друг другом, но не соприкасаетесь. Вот много чего-то плохого произошло. Мне вообще идет, что какие-то оговоры, и еще мне идет ощущение мары. Вот знаете, как напустили мару магическим путем, либо психологическим, да, могли просто вот и вам что-то в уши грязное говорить, и мужчине, и настраивать вас могли друг против друга, и мужчину толкать каким-то безумным, тупым действием, и вас настраивать на то, что вот нельзя прощать, не надо забывать, да, вот он такой, он гулящий, он плохой, и вы в это верили. То есть, знаете, как подставили, да, вас друг перед другом подставили. И вот эти чужие руки разрушили вашу любовь. Смотрите, тот, кто разрушил, счастье свое не обрел. Наоборот, еще больше хуже стало, да. То есть, если эта женщина хотела увести вашего мужчину, то он к ней не пошел. Или даже если он к ней пошел, то он ей такое там устраивает, что она на стенку лезет и проклинает тот день, когда она вот это все задумала. Даже если это его мама. Да? То есть сыночку корзиночку вернула, а он ей там такие концерты устраивает, что у нее там хоть вешайся, да, хоть что. Заберите, выгоняет его. То же самое могла соперница сделать. То есть она его забрала, она-то думала, что сейчас я с ним заживу, а он ей давай концерты делать по требованию, да. Вот. Ну, ему же болит, и он, возможно, понимает, что эта женщина причастна ко всему к этому. И вот он ей там устраивает. И она уже этому не рада, абсолютно не рада. Вы же тоже не рады тому, что вы поругались. Хотя до сих пор мужчину простить не можете. Почему-то мне идет, что вот вас обидели какие-то его слова. Особенно обидели, задели какие-то его слова. А я вам скажу, это были не его слова. Это были слова того, кто разрушил ваши отношения. Как будто бы ему внушили эти слова. Либо он настолько уверовал в эти слова, что он действительно вот вам это все сказал. Смотрите, встреча идет вам не просто так, под знаком Антарес, солнечная энергия, да, Антарес это у нас солнце, а в солнечный день, либо солнце как-то особо ярко будет светить, либо, знаете, вот было пасмурно, там дожди шли, либо еще что-то было, да, такое вот солнца не было, а тут солнце выйдет, именно в этот день вы встретитесь. Даже, знаете, вот как-то вы ощущаете, что что-то не так, либо предчувствие, что что-то должно сегодня случиться. Да, случится встреча. Сама судьба неведанными тропками и дорожками вас ведет с этим мужчиной. Потому что вы должны друг друга увидеть. Вообще вы должны обсудить то, что произошло. Вы должны друг другу рассказать каждый свою правду. И когда вы начнете это все обсуждать и говорить, тогда все вскроется. Вы поймете, что вы друг другу не враги. Вы поймете, что вы по-прежнему друг друга любите. И что вы не можете каждый по отдельности найти свое счастье. Потому что ваше счастье будет вдвоем. И опять же откроются вот эти тайные действия негативного характера, да, кто настраивал, кто что говорил, кто какие сплетни переносил, кто в чем убеждал. Вот это все должно раскрыться. Может быть, даже так случится, что мужчина вот начнет говорить и рассказывать, что вот так и так, ты же то и сё, ты там изменяла, ты гуляла. Вы скажете, да ты что, окстись, что с тобой, чур с тобой, да? Какой гуляла, какой изменял? Это ты изменял. Мне вот она сказала. Он скажет, нет, это она мне сказала. И вот вы выясните, кто на самом деле враг и кто подставил вас и ваши отношения, кто разрушил ваши отношения. Мои хорошие, понятно, что вы все разные, понятно, что у каждого болит по-своему, у кого-то это недавно произошло, у кого-то уже несколько лет прошло. Но вот встреча у вас состоится. И эта встреча, она как последний шанс, который дает вам сама судьба, дает высшие силы на то, чтобы спасти свою любовь, спасти свое счастье с друг другом именно. Если не воспользуетесь, ну так не воспользуйтесь. А если воспользуетесь, то вы станете очень счастливыми людьми, вы станете очень счастливой парой, счастливой семьей. Ну, там уж как пойдет. Понятно, что, еще раз говорю, все люди разные. И, у кого-то так сложится, у кого-то по-другому сложится. Хотела карты взять, теперь думаю, не надо. А зачем брать карты? Вы все разные. Если сердце лежит, если сердце просит, душа просит, то я думаю, что вы найдете оба в себе силы друг друга простить, потому что тут и женщина обижена, и мужчина обижен. Вы найдете в себе силы простить, договориться и все забыть, начать с чистого листа. Если обиды уж слишком сильны, либо есть какие-то другие предпосылки, вы не сможете найти общий язык, опять же, да, все бывает.
ну тогда вы больше никогда не увидитесь. Это вы должны понимать, это вы должны осознавать. Сама судьба сведет, причем сведет в каком-то совершенно странном месте. Вот как-то еще мне идет, что вокруг вас людей не будет. Почему-то людей не будет. Вроде были раз и разбежались, и людей больше нет, и вы вдвоем. Вот как уединение случится. Но то, что вы встретитесь, это точно. А будет ли разговор, это уже зависит исключительно от вас двоих. И опять же, каким будет этот разговор? Это будет разговор примирительным, либо опять начнете друг друга обвинять. То есть, если начнете мириться, то помиритесь и будете счастливыми, проживете долгую счастливую жизнь вместе. Если начнете друг друга обвинять, никто из вас не проявит желание помириться, ну, вы уже как бы больше не увидитесь, и о друг друге уже ничего никогда не узнаете. Так мне идет. Ну, что есть, то есть, что вышло, то вышло, что по судьбе, то и будет. Да? Вот вы уж там сами смотрите, что для вас в приоритете. Ваши обиды, либо счастье, которое у вас на кону будет стоять. Но опять же, это ваша жизнь, и вам выбирать, как ее прожить. Вот тут чужие указки, подсказки, советы, ну, мало, наверное, ложатся на вас. Ну, раз тема у нас встреча, вот встреча вам вышла. Дальше, мои хорошие, разговор. Вот тут разговор с мужчиной у вас произойдет. Но этот разговор, он какой-то деловой, да, делового характера. Но опять же, смотрите, может быть, это связано с работой, с вашей деятельностью. Может быть, это связано с вашими проблемами. И, например, мужчина на работе, вы приходите к нему решать свои проблемы. Может быть, этот мужчина, он доктор, может быть, он какой-то юрист, может быть, он чиновник, опять же, начальник, да? Он каждого по-своему. Может быть, даже мужчина какой-то продавец, да? Он что-то продает, а вы покупаете. Либо наоборот, мужчина покупатель, а вы продавец. А разговор у вас очень теплый идет. Разговор очень приятный. Тут будут и комплименты, и какие-то, знаете, такие даже, ну, не заигрывания, а скорее подыгрывания друг другу. И еще мне очень нравится, что мужчина к вам проявляет какую-то особую, ну, как привилегии вам дает какие-то особые, да? Он готов войти в ваше положение, он для вас желает лучшего, он делает для вас лучшее из возможного, понимаете? Вот как-то так мне идет. Растопите его сердечком, тут не про желание, тут именно про сердечное идет. Может быть, вы ему там дочку напомните, а может быть, вы ему напомните маму, а может быть, просто как человек ему так сильно понравитесь, да, он скажет, такая красивая, симпатичная женщина, и у нее столько проблем, но надо же ей помочь, надо быть джентльменом, прям захочется, да, вот стать сильным мужчиной рядом с такой прекрасной женщиной, как вы. Вы прям будете чувствовать, что он делает для вас, либо предлагает для вас гораздо больше, чем для других. И вот эту особую привилегию, привилегированное это отношение, вы прям считаете. Ну не бойтесь этого, не бойтесь. Да, для вас это неожиданно будет, но я бы сказала ожидаемо, потому что вы прекрасная женщина и встретитесь и будете говорить с прекрасным мужчиной. С хорошим, добрым, открытым, сердечным человеком. Вот как-то мне идет, что он войдет в ваше положение. Войдет в ваше положение и не будет этим пользоваться, а наоборот будет всячески помогать вам, помогать играть на вашей стороне. То есть у кого-то вот действительно встреча с начальством, вы придете и скажете, ну денег не хватает, вот реально не хватает, нужно больше денег. И вот он вам, например, премию выпишет, повысит оклад, может быть, какое-то предложение, что давай, ну как подработка, либо какие-то там условия определенные, да, может, своих денег даст и скажет, ну вот на тебе, да, безвозмездная помощь. То же самое чиновник. Вот вы поговорите, он скажет, ну вот нет у нас такой программы, нет таких льгот. Но с другой стороны, он начнет что-то искать и найдет. Скажет, я могу предложить альтернативу. Либо давайте вот так, и тогда вы сможете и то обрести. Если, например, мужчина что-то вам предлагает, то будет предлагать самое лучшее. Еще и цену вам скинет. Еще какие-то приятные условия вам будет предлагать. Понимаете, вот так идет. Хорошее общение. Совершенно неожиданно, потому что с левой стороны. Но так приятно. Вы аж сердцем там согреетесь с этим мужчиной. Скажете, какой приятный мужчина, да, какой замечательный. Но это не про личное. Тут прям совсем ни капли про личное. Тут именно про взаимодействие мужчины и женщины, про помощь, которую мужчина оказывает женщине. Так, с правой стороны у вас другой разговор. Тут как не противоположность, а скорее как
вы какому-то мужчине будете вправлять мозги. Этот мужчина может быть вашим родственником, этот мужчина может быть близким вам мужчиной, это может быть даже, ну, как ребенок, брат, кто... Зять может быть у кого-то деверь, да, ну вот коллега на работе, с кем вы дружите, прям будете вправлять мозги. Вы хотите тройку, а мужчина выгибает эту тройку, типа не учи меня, да, я и сам знаю. А вы такая, нет, ты не знаешь. И начинаете ему рассказывать. Ну, грубо говоря, вы его к чему-то подводите, и у кого-то отыграется, что принуждаете. Сначала будет прям брыкаться, фыркаться, всячески открещиваться, отворачиваться, превратиться в какого-то злобного, даже не ежика, а дикообраза, да, с такими огромными иголками колючими. То есть и вы ему наговорите, и он вам может наговорить, но по итогу он сделает так, как вы хотели, либо просили, и будет счастлив, будет вас потом на руках держать, целовать, обнимать и подарки дарить, и всячески на весь мир вас будет прославлять. Ну, потому что благодаря вам у него что-то хорошее случится, либо он большой беды избежит, либо плохое в хорошее обратит, понимаете? Вы ведь знаете, как правильно, вы ведь видите. Человек вам не чужой, вы ему помочь хотите, поэтому вот прям промываете ему мозги, не мытьем, так катаньем, вы его подводите, либо принуждаете к правильным действиям. И ну, буквально спасаете этого мужчину. Конечно, он этого не забудет. И прощения 1000 раз попросит за то, что не хотел изначально слушать, за то, что вел себя так безобразно. И это улучшит ваши отношения в будущем. Ну, вы молодец, вы своих не бросаете, вы умничка в этом плане. Вам при жизни памятник надо за это ставить. Так, и еще разговор показан. Разговор, который даже не то чтобы разговор, тут больше как односторонний монолог, да. Вы кого-то услышите. Ну, допустим, очень похоже на просмотр какого-то видео. Допустим, передача, да, человек рассказывает о чем-то, там, рассказывает, объясняет, показывает схемы, туториал, да, инструкция. То же самое там в интернете, да, есть видео обучающие, есть видео, которые там помогают разобраться. Может, это психолог какой-то известный будет видео запишет и будет показывать там на своем YouTube-канале, может быть, по телевизору. То есть вы услышите буквально то, что вам необходимо. Ну, разговор, да, человек говорит, поэтому, наверное, показали как разговор. Вы прям аж просияете, когда это услышите. Вам нужна была эта информация, либо это подтверждение того, что вы уже сами поняли, догадывались, либо это прям прямой ответ на ваш самый такой злободневный вопрос, на который вы не могли найти конкретного ответа. И вы знаете, настолько полезно то, что вы услышите, настолько это эффективно, что благодаря этой информации вы действительно добьетесь того, чего хотели, либо измените то, что вам было необходимо изменить. Так что ищите свою информацию, все у вас будет хорошо, мои милые. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.